Многие люди мечтают о счастье и стремятся к успеху, живя своей жизнью, но реальность всегда оказывается не такой, как хотелось бы. Может быть, это из-за недостатка усилий? Или это просто неудача? Библия находит основную причину в вопросе «Кто такой человек?». Изначально человек был создан как живое существо, которое был вдохнут Божий Дух в тело из праха. Он был существом, обладающим благословением и властью, чтобы управлять миром, подобно образу Божьему. Но сегодня мы живем не в изобилии, а в нехватке и страданиях. Определяющая причина, по которой мы не можем жить жизнью, которую хотим, это грех. Здесь грех не просто означает моральную ошибку. Он разорвал отношения с Творцом и попытался стать хозяином сам. Это предательство, которое нарушает божественный суверенитет. Бог дал человеку свободную волю, но человек выбрал уйти от Бога с этой волей. В результате благословения Эдема исчезло, и мы были отделены от основного источника жизни. Это похоже на то, как вырванное с корнем дерево пытается распустить красивые цветы, но в конечном итоге засыхает. Я не совершал больших грехов, и мне обидно. Можно так думать. Но Библия говорит, что мы не становимся грешниками из-за того, что совершаем грехи, а потому что рождаемся с природой греха, и поэтому совершаем грехи. Как вирус, распространившийся по всему телу, грех разрушил все наши отношения в жизни. Во-первых, отношения с Богом были разорваны. Во-вторых, отношения с самим собой разрушены, и я постоянно страдаю от тревоги и комплекса неполноценности. В-третьих, мы начали конкурировать с соседями, нанося друг другу шанг, и, наконец, нарушили гармонию с природой. Разрушение этих отношений в конечном итоге стало невидимой стеной, которая мешает нам достичь столь желаемой, спокойной жизни. Это стало невидимой стеной, которая преграждает нам путь. Есть 3 врага, которые мучают нас. В конце концов, 3 врага, которые не могут быть преодолены человеческой силой, стоят на нашем пути. Это постоянное проклятие жизни, вмешательство дьявола, пытающегося украсть и уничтожить нас, и это страх перед неизбежной смертью. Мы усердно бежим, но чувствуем пустоту, как будто наливаем воду в ведро с дыркой. Апостол Павел говорит: «О, как я несчастен! Причина, по которой я восклицал: кто избавит меня от этого тела смерти?» Как раз здесь. У нас нет сил, чтобы вырваться из этого круга. Существует только один путь к жизни, которую мы действительно хотим, то есть к восстановлению изначального благословения. Это именно возвращение к Богу, который является источником нашей жизни. Все несчастья в жизни происходят из-за разрыва с Богом. Человек, отдалившийся от Бога, старается сам создать счастье, но как дерево без корней может приносить плоды, так и мы неизбежно сталкиваемся с ограничениями. Таким образом, все проблемы нашей жизни начинают решаться только тогда, когда мы снова с Богом.